Здравствуйте, друзья! С вами Лара Володина. Отвечу сразу всем. Я благодарю вас, друзья, за теплые слова и пожелания в мой адрес. Знать, что ты не одинока, это многого стоит. Спасибо всем за комментарии, за добрые слова. Сквозь неудачи и трудности мы с вами пробиваемся и продолжаем спасать, несмотря ни на что. Да, очень острая нехватка денег. Впервые случилось такое, что я отменила услуги пассажиров и вылет собак на один рейс. Всегда пассажиры у нас на вес золота. Ну вот так, друзья. Вот такой пушистик. Ой, шикардосный. Дайте-ка я посмотрю, это кто вообще? Мальчик. Мальчик. Как же? Вроде как девочку отправляли мне. Я не поняла. Ты откуда, мальчик, взялся? Ну что, перепутали? Смотрите, какой хороший мальчик. Терпел, молодец. Ой, боже Ну мой. хорошо, на, держите, я сейчас поставлю. Стойте, прям качается. Подойдите ко мне, дайте мне повод. Этот самый. Держите. Покороче, Всё. возьмите покороче. Все. Кувыркается очень сильно. Ой, ты мой хороший. Может и туда его кувыркнуть. Моется, вот это да! Как классно помылся, а еще и этот моется. Вот это да! Прочищаем. Малыши, вы научились выживать, да? И почиститься сами можете. И попить водички в виде снега можете. Вот это да! Вот это настоящие собаки. Вот это собаки. Ой, слюни текут. А хвост, а хвост. Разведенцы, пожалуйста, перестаньте разводить этих красавцев. Они никому не нужны ведь, а. Такой титанический труд проделываем, пока их пристроим, несмотря ни на какую вашу породу. Вот, слава богу, что это не лайк хотя бы. Дворики все-таки лучше, чем всякие лайки. Давай, кувыркайся в снегу. Давай. Ой, ты мой хороший. Ты мой хороший. Ой, давайте, покупайтесь. Как нравится мне, как они купаются. Мальчик и девочка. Дружим и позеваем при этом. Дружим и позеваем. Ой. Ну подожди, туда не надо прыгать. Вот это да, шикардосный. Ты шикардосный парень, и ты девочка шикарная. Ну вообще, вы бесценные кадры, конечно. Ой, какой у тебя хвост. Побежал, горцу. Звонок. Местная жительница просит спасти собачку. Поехали. А там их 3. Пока разговаривали, еще одна бедолага учуяла спасение и примкнула к людям. Как бы говоря, а меня-то не оставляйте. В итоге вместо одной увезли 4. И вновь я кричу к друзьям из-за рубежа. Ваша помощь была очень существенной благодаря высокому курсу доллара и евро. Нет теперь PayPal и нет Paysend, но другие системы работают, просто многие об этом не знают. Вот пришел перевод через Corona Pay на мой счет в Тинькофф банке. Второй перевод я получила сегодня в офисе банка. Поэтому система эта работает. Я прошу меня услышать. Пожалуйста, друзья, пробуйте отправлять. Работает все. Ну вот, наш новый вольер. Вот Игорь ходит, осматривает, думает у себя во дворе, не замутить ли такие же вольеры. Вот, как тебе, Игорь? Нормально, видишь, крыша открывается. Да, вон, удобно. не открыли, Вот. да. Видишь? Ага, да.
Да, это вот первый вольер. Он готов, тут еще зверосетка оденется. Возвращение, тоже его забрал. Так, вот такие вот будочки. В общем, один вольер уже готов. Вот такие вот крышечки. Зверосетка оденется, но сегодня ребята сказали, что будет интенсивно заниматься вторым вольером. То есть сегодня они доделают будки второго вольера, закончат. К сожалению, собак девать некуда, поэтому вынуждены уже сажать здесь. Сейчас, как только вольер закончит, собак переведут туда и перейдут к третьему вольеру. Вот. То есть собачат всех вот так вот привязали. Конечно, все на будке. Ну ладно уже. Доски кончаются, Лариса сказали, что хватит только вот на тот второй вольер, и дальше на будке не хватает. Уже доски надо, доски завозить, сказали, что хотя бы 50 штук. Наша стройка, друзья, продолжается совсем не так быстро, как нам бы хотелось и как мы планировали. Торопим, конечно же, людей, ведь ежедневно гибнут собаки, не умеющие за себя постоять или слабые. Там опять закончились доски, которые нужны нам для будок. Доски идут и на настил пола, и на крышу, и на сами будки. Но вот, к сожалению, не хватает, и надо опять докупить. Но я надеюсь, что скоро это все завершится. Друзья, всю неделю гуляла в группах якутская фотография жуткой, истощенной, похожей домодекозной собачки, вся в корках, то есть это подкожный клещ. Но, как видим, проблема не только в нем. Истощение налицо, анемия, насколько затронуты почки, печень и прочие органы, это может показать только обследование, только анализы и УЗИ. Также видим серьезные кровяные раны на ногах. Что это может быть? Пролежни, прокусы с загниванием или обморожение? Но тоже предстоит узнать. Вот мимо такой бедолаги я не смогла пройти, так как никто больше ее за неделю не забрал. Девчушка кроткая, видно, что ничего хорошего в жизни не видала. Как она появилась в ППЖ, нам неизвестно. Но очень захотелось ее спасти. Друзья, давайте вместе с вами. Но без вас ей не выжить. Нам очень нужны деньги на обследование и, конечно же, на лечение. Оно будет не быстро. Пожалуйста, я вас очень прошу, помогите ей. Друзья, прилетела партия у нас небольших собачек, коротколапиков. Нельзя было их не спасти, они сидели с большими собаками в вольере, и они были очередными на съедение. Мы вам показывали в предыдущих роликах, можем еще раз показать. Но было нельзя не спасти. Вот коротколапик, пол пока даже не знаю или забыла, уже это не важно. Вот она, эта девочка домодекозная. Посмотрите, лапы неизвестно, то ли это такой кожный клещ, то ли на мордочке имеется в виду, то ли ее коцали. Но да, примерно план понимаем, чем надо лечить. Надо только подтверждение анализов, то или не то. Лечить, конечно, надо. Нам очень нужна ваша помощь. Очень. Вот, посмотрите, какая у нас простуда, парагрипп. Анализы сдавать на полную катушку. Ну, в общем, вот по полной. По полной. Вот такая несчастность, такая грусть в этих глазах. Нам очень нужна помощь, друзья. До слез просто. А назвала я ее Деми. И весит она всего лишь 12,5 килограммчиков. Едем сейчас в стационар, уже договорилась. Нам нужен дерматолог, нам надо полностью обследовать. Долетела, все хорошо, живая.
Ну а дальше анализы покажут, какое будет лечение. Лечение, наверное, будет не быстрым. Если бы просто подкожный клещ или домодекоз, то это таблетки, помывки в лечебном шампуне. Ну, тут, наверное, гораздо больше чего надо с ней провести. Малышка, едем в стационар. Едем. Едем. Не бойся, не бойся. Вот так вот. Всех в стационар. Всех. Всех. Этому тоже малышу надо лечение. Сейчас я попробую посмотреть, как она будет вести на человека. Моя хорошенькая. Ты моя птичка. Стесняешься. Иди ко мне, моя зайка. А? Ты же не злая, не кусаешься. Просто тебе очень больно. Это не ноги, это нечто.